Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему: кто ваш тайный поклонник? И выйдет ли он из разряда тайный в явный? Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на себя. Ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Ну и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какая вы интересная штучка. У вас тут много поклонников. Я думаю, что вы и без меня это знаете, да? Вот как мужички у вас под ногами крутятся. Смотрите, сколько их много. Вы многим нравитесь. Многим. Практически большинству из тех, с кем вы вот в общей среде находитесь. Вы очень необычная женщина, у вас все пропорционально, все гармонично. И очень классный характер, улыбка обворожительная, и глаза невероятно глубокие, и такие прям, знаете, проникновенные. Мужики аж тают, когда вы рядом. Ой, работаете вы вот по соседству, даже вот мужья ваших подруг, вот все на вас прям облизываются. Ну, я говорю, красивая, горячая, невероятная, манкая. У вас энергетика супер такая, знаете, вот мужчин с ума сводят. Вот это выражение, что мужчины как на свет пламени свечи летят. Вот для вас это прям 100% актуально. Вы как этот свет свечи, пламя свечи. И эти мужички, как эти бабочки, да, летят, тянутся. И вот прям шеи вытягивают, когда вы мимо проходите. Кстати, мужчины часто о вас говорят, между собой говорят о том, какая вы красивая, либо вот бы и мне такую женщину найти, вот бы такая, как вы, на них внимание обратила. В общем, есть разговоры, ходят, мужчины о вас говорят 100%. Я думаю, вы и сами прекрасно все знаете, да? Вы же в зеркальце смотритесь, вы видите реакцию мужчин, вы видите отношения мужчин. Вот стараются вам помочь, как-то там поздороваться, улыбнуться, не знаю, подмигнуть, да, кто посмелее, те и подкатить могут, да, это же происходит, правильно, происходит. Вы невероятная. А тайным вашим поклонникам показали мужчину, который в вас очень давно уже влюблен и как-то вот безнадежно влюблен. Сейчас объясню почему. Мужчина немножко старше вас по возрасту, ну где-то лет 5, может быть, да, ну там плюс-минус чуть-чуть, да, ну вот не сильно большая разница, но он себя считает очень плохо выглядящим для своего возраста и сам себя как будто бы немножко стесняется. Мужчина такой, знаете, вот он как семейный мне идет, да, то ли он был в семье, то есть жена, дети, и развелся, то ли как дети уже, может быть, выросли. И вот эти семейные заботы, они как немножко в прошлом остались. То ли разведенный, то ли дети у него взрослые выросли, разъехались. Этот мужчина, вот как-то он вас увидел, да, и сразу в вас влюбился. Может быть, вы переехали в новый район, может быть, он переехал, да, с семьей. И вот он вас увидел, как-то вот прям сразу же в вас влюбился. Просто он таких красивых, таких очаровательных, как вы, никогда в жизни не видел. И у него аж прям ноги чуть не подкосились, а может и подкосились. Понимаете, вот такое у него было состояние, как будто бы в него, я не знаю, молния ударила. Причем не какая-нибудь, а шаровая, понимаете, вот взрыв, фейерверк. В жар бросила, испарина пошла, там покраснел, побледнел, ну вот как язык у него там к небу прилип, во рту сухо стало. В общем, что-то невероятное с ним произошло, когда он вас впервые увидел. Вы же на этого мужчину как-то не особо внимания обратили.
Может, своими делами были заняты, может быть, не до мужчин вам было, может быть, вы и сами с мужчиной были, да, в этот момент. Ну, у него прям, да, земля из-под ног ушла, когда он вас увидел. И надо отдать должное, человек, он порядочный, и вот он боролся, я вижу, что он боролся со своими чувствами, но не смог их победить, да, любовь взяла свое. Этот мужчина, он... Но вот я не могу сказать, что каждый день. Но у него, вот если есть какая-то возможность хотя бы мимо вас пройти, он всегда этой возможностью пользуется. Возможно, он даже какие-то крюки делает, чтобы лишний раз, как говорится, вас увидеть. Мимо вас вот пройти, либо с вами поздороваться, либо с вами заговорить. У кого-то, кстати, из девочек отыграется, что это вот прям муж, либо бывший муж какой-то вот подружки, а может быть родственницы. Вот. Но как мужчина он вас явно не впечатлял. Может быть, да, потому что он чужой муж был. Либо вы такая вот принципиально, да, я на женатых даже не смотрю, они для меня все безликие. Да, может, у вас такая позиция. Может быть, немножко не ваш типаж. Да? Может, он там с бородой, а вы не любите. Либо он там низенький, а вы любите высоких. Либо наоборот, такой высокий, что и не рассмотришь, что у него там за лицо. Да? Ну вот как-то вот не обращали вы на него внимания. Хотя, если понапрягаться, вот кто возле вас вот прям очень много крутится, и вот куда бы вы ни пошли, вы очень часто этого человека встречаете. Это вот он. Еще он как-то на вас смотрит, знаете, как вот собачка бездомная, такими большими и грустными глазами смотрит. Хоть может и улыбаться, но глаза всегда очень грустные. Вот поспоминайте. Я, к сожалению, не могу дать вам его описание, потому что совершенно ничего не показано, но показано про его чувства. Вот. А чувство у него очень серьезное. Вот можно сказать, до встречи с вами этот мужчина вообще не любил. Он, может быть, думал, что любил. На самом деле, вот когда встретил вас, вот настоящее чувство он такие познал. Только лишь с вами, к вам даже. Не с вами, а к вам. Что мне очень нравится в этом мужчине, то, что он очень такой, как набожный, скорее всего, религиозный. Этот мужчина, он молится, он ходит в храм, либо в мечеть, да, ну, разные люди меня смотрят. Вот он как будто бы за вас молится. И его вот эта любовь, неразделенная любовь, но чистая и светлая, она какой-то как оберег для вас. Вот она вас бережет, бережет, хоть вы ее и не чувствуете, но она всегда рядом с вами, как, вы знаете, такое вот облачко, да, вас там от всяких больших неприятностей закрывает. Именно его любовь. То мне идет, что он за вас молится. Очень сильно переживает и молится. Почему этот мужчина к вам не подходит? Ну, опять же, у кого-то отыграется, что он не свободен, у других отыграется, что вы, возможно, да, не обращаете внимания, либо вы как-то, может быть, когда-то дали понять, что, ну, нет, нет, с тобой точно нет. Тут больше, знаете, похоже, что вы как будто бы его муза. Вот он даже готов принять, что между вами никогда ничего не будет, он ни на что не надеется, он ничего не просит и не ждет. Вот ему лишь бы вас хотя бы иногда видеть. Вот как это как главное для него, да, благодать, что вот увидел вас, все, значит, все хорошо. Вот, ну и, не знаю, так четко показали, что он именно молится за вас. Не, ну мужчину вы точно знаете, он в ваших глазах есть, в вашей памяти есть. Просто на кого, но на этого мужчину вы никогда не думали, но всегда удивлялись тому, что у него очень грустные глаза. Вот как будто бы что-то у него там такое вот трагичное случилось, да, грустными глазами смотрит на мир. Ну, а глаза у него грустные, понятно, потому что он любит вас, а вы его не замечаете, да, либо нет возможности быть с вами. Так, выйдет ли он из вот этого тайного своего состояния? Ну, я скажу так, если мужчина сейчас женат, даже если с женой у них там уже ничего нет, и живут они там как кошка с собакой, нет, он очень совестливый человек, порядочный, законы соблюдает, не только законы мирские, но и Божьи законы. Он не пойдет на это, просто не пойдет, ну, не сможет, вот чисто совесть не позволит, да. Будет всю жизнь несчастным, но вот такой шаг, как развод, он на него не пойдет. Особенно если там человек еще как религиозно заключил брак, нет, он на это не пойдет. Если этот мужчина в разводе, то вполне себе возможно, что этот мужчина будет за вами ухаживать. Но ухаживать как-то он будет бестолково, честно скажу. То есть то ли он, ну, опыта у него особого нет, да, может быть, у него там всего лишь одна женщина была за всю жизнь.
А может быть, вот настолько он вас боготворит, ну вот что не может полноценно за вами ухаживать. Вот вы для него, как я сказала, муза, да? Вы не просто женщина, вы муза, вы ангел, вы воплощение, да, любви и красоты. И вот он как себя немножко недостойным считает, либо будет очень сильно теряться в вашем присутствии. Вот как-то, знаете, как дрожь его будет пробирать, и даже там сказать толком ничего не сможет. Вот такой вот персонаж. То есть и жалко как-то его становится. Вот смотришь, думаешь, что хороший мужик, да, прям жалко становится. С другой стороны, блин, ну жизнь же одна, да, бери хоть что-то делай. Этот человек просто обязан сам для себя быть счастливым. Да, так нельзя, да, так нельзя. Даже если муза, даже если воплощение любви и красоты, ну так служи этой музе, расскажи ей о своих чувствах, да, докажи свои чувства. Ну вот такой вот вам мужчина вышел. Тут, знаете, как и похвалить хочется, но и в то же время не за что, да. Любовь, да, чистая, да, молится за вас, да, боготворит, но действий как таковых я не вижу, разве что вот эти вот краткие встречи, ну, выход к вам, либо идти за вами, следить за вами, ходить туда, где вы находитесь, да, вот такие моменты. Ну и жалко, и с другой стороны, что поделаешь. Тем более я вижу, что вам какой-то другой мужчина идет. Вот по судьбе вам идет другой мужчина. Мужчина, который вам понравится, сразу понравится, с первого взгляда прям почувствуете, что это ваш мужчина. Вот он, видите, прекрасные птицы счастья у вас тут сидит с правой стороны. Мужчина, который, ну, в отличие от этого тайного поклонника, он очень активный. И этот мужчина точно вас, ну, не упустит, давайте скажем так. С другим мужчиной вы счастье найдете. А этот тайный поклонник, он будет любить вас, ну, просто вот до последнего своего вздоха. И молиться за вас тоже он будет, пока сил хватит, пока сознание будет активным. И я вам скажу, это, конечно, очень крутой знак. Да, редко когда даже вот любящие люди могут молиться за друг друга. А этот человек, ну, грубо говоря, никаких прав на вас не имеет. И все равно он за вас молится. Вот настолько он вас по-настоящему искренне, чисто любит. Ну, можно сказать, платонически, да, ну, потому что между вами тут ничего нет и, скорее всего, не будет. Ну, из тех знаков, которые здесь даны. С другим человеком счастье свое обретете. А про этого тайного поклонника, ну, скорее всего, наверное, и не узнаете. А если узнаете, то очень удивитесь, но ничем помочь ему не сможете, да, потому что ваше счастье с другим. С другим у вас тут, смотрите, и горох, и молот, и гнездо, и дороги у вас другим. Вообще, мне кажется, что вас этот другой мужчина либо по миру покатает, либо вас куда-то заберет, увезет. Вот как с ним место жительства смените. Горох говорит о том, что жизнь будет очень, ну, финансово благополучной. Всегда говорит о достатке. Ну, кого-то еще отыграть, что очень плодовитый. Да? Детей нарожайте, внуков куча будет. В общем, хорошие знаки. Так, вот еще один знак, который тоже хочу для вас прочитать. Скорее, этот знак больше как подсказка идет для девушек и женщин, которые сейчас как будто бы в вакууме находятся, да, что вот вроде мужики есть, но у вас никого нет. Вот объяснение, что высшие не хотят, чтобы вы себя тратили и делили свою энергию с какими-то недостойными мужчинами. Вот вам приготовили эту птицу счастья, и поэтому к вам сейчас никого не подпускают. Никого. Да, вы видите, что вы нравитесь мужчинам, да, мужчины там знакомятся и пишут вам, и на улице подходят, но ничего с ними не складывается, потому что эти мужчины вас недостойны, вас ангелы, высшие силы берегут именно для того, для кого вы созданы, кто создан для вас. Так что, девочки, нет на вас никакого венца безбрачия, нет на вас никакой порчи, нет остуды, одиночества нет. Это просто, ну, такой момент жизни, который нужно переждать, да? Как затишье перед большим счастьем. Вот не обижайтесь на жизнь и не ищите проблему там, где ее на самом деле нет. Вам счастье свыше обещано с вот этим вот чудесным мужчиной. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.